Испытано на себе. Мы находимся в селе Бердигестях горного Улуса, где проходит региональный финал игры «Зорница 2.0», который проводит движение первых при поддержке настоящих патриотов из центра «Воин». Здесь в 2025 году собрались 12 команд по 10 человек. Есть даже с северных районов, с Момы, Санабара. Ребята, центральные районы, Верхнеуфимский, юг Якутии представлен, Нерюнгринская, очень сильная команда, которая, кстати, представлена в большинстве своими девочками. Педагоги объясняют, что в 12-13 лет развитие девочек намного опережает развитие мальчиков, поэтому это закономерно, возьмем это на веру. И особое внимание уделено, конечно, при помощи, при поддержке специалистов Центра «Воин» тактической подготовке. Ребята учатся базовым вроде бы вещам, но в условиях максимально приближенных. То есть они демонстрируют командную сплоченность в экипировке, с учебным оружием, имитируют ситуации, скажем так, передвижений по полю боя в определенной последовательности, имитируют ситуации, когда случаются 300-е, раненые, и медикам отряда нужно будет делать первую врачебную помощь и эвакуация раненых с поля боя. Также вот это все входит в тактическую подготовку. Параллельно идут соревнования индивидуального плана по тактической медицине, были соревнования операторов дронов, были соревнования политруков даже. Им вменялось в задачу максимально противодействовать, скажем так, воздействию условного противника в информационном поле. То есть это рассматривались такие типичные случаи кибермошенничества и тому подобное. Военкоры выпускали материалы в специально созданных телеграм-каналах. В общем, все по-настоящему, все по-взрослому. Напоминаю, возраст – это средняя возрастная группа 12-13 лет. Как мы видим, мальчишки, девчонки, ну, такого, скажем, вполне такого школьного еще, не старшеклассники еще, выполняют все задания увлеченно, очень с большим интересом. И ожидается к концу нашего пребывания здесь тактические соревнования команда на команду с применением технологии лазертага. Будет максимально интересно. Мы попробуем снять это, насколько это позволит обстановка, потому что, еще раз, вот здесь, на учебном поле детской юношеской спортивной школы села Бердигестях проходят вот эти соревнования. Второй день уже проходит, и завершатся они только 29 числа. Видим работу волонтеров и видим работу специалистов Центра «Воин», которые размечают площадку. Дальше там можно видеть, как ребята, следующая команда экипируется, одевает тактическое снаряжение, берет учебное оружие. Здесь же дежурят медики, настоящие медики. Ну, положено, когда проходят детские мероприятия, чтобы присутствовали сотрудники оперативных служб. И огромное количество специалистов движения первых, и волонтеров, и специалистов, которые находятся в штате, которые с большим воодушевлением еще раз помогают весело, динамично провести вот эти вот соревнования «Зорница 2.0», новую веху в развитии патриотизма в целом по стране. Испытано на себе. Интерес у детей, вот видите же, наверное, как педагог, как руководитель проектов,
Интерес у детей каких этапах максимально? То есть к чему они больше расположены сердцем? Ну, в команде у нас получается 10 детей, ну и, соответственно, наставники и педагоги, они собирают вот команду именно вот по направлениям. Ну, я бы не сказал, что какое-то из направлений, оно менее так популярное. Ну, больше всего, наверное, участников у нас будет в БПЛА, будет, в гонках дронах. В медицине у нас тоже дети хорошие познания показывают. Ну и самое интересное, это, конечно, тактическая игра на местности. Это когда две команды играют друг против друга. Это очень интересно, очень динамично. Вот сегодня как раз это будет вечером. Ну, постараемся застать. Да, это вообще интересно будет. Хорошо, спасибо. Спасибо. Испытано на себе. Отдельно, конечно, стоит упомянуть педагогов, которые Нервничает и переживает. готовили команду, да? Но в целом же в лидерах Ну, сегодняшний день покажет нам результаты. По вчерашнему дню, да. по вчерашнему дню. Да. А вчера что было? Вот, какие этапы были? Вчера были индивидуальные состязания БПЛА. Вчера индивидуальные состязания были у саперов, у политруков и военкоров. А также командиры команды проходили индивидуальные. Политруки и военкоры, что-то интересное. А в чем их функционал был? Военкоры, получается, создают телеграм-канал, где освещают полностью все, что происходит на игре. Во время подготовки пишут интересные посты. И нужно собрать как можно больше лайков, репостов на пост по заданию, который получил военкор. Вот. У политруков немножко посложнее. Все там кодировка, декодировка, и они с компьютером, в общем, работают. А саперы, ну, соответственно, кидали крюк, и главная задача была не взорваться. Наш сапер получил первое место, потому что у него было самое маленькое количество штрафных баллов, и ребенок остался жив по заданию. Дети все очень волнуются, они когда выходят с этих испытаний, потом уже сумбурно что-то могут вспомнить, и говорят, старались максимально больше сделать, и чтобы получилось, ну, как можно более результативней. То есть в моменте, когда волнуешься, конечно, сложно себя контролировать и вспомнить потом, что правильно, как ты думаешь, сделал, что неправильно. Вот. Поэтому будем надеяться, что все в общей купе результата нашей команды будет хороший. Удачи. Спасибо большое. Ну, Григорий, говорят, у вас лично вчера была особая задача, да, должен был сделать некий телеграм-канал, где постил все репортажи, все вот эти фотографии и так далее. Как думаешь, справился с этим? Думаю, да. А что было вот в твоем репортаже? Что ты... Из самого интересного, задача по военкору индивидуальная. Нужно было написать все возможное про С-400 «Триумф». Это зенитный ракетный комплекс. Я все отписал, написал сценарий. Потом мне помогли его откорректировать немного из газеты «Англас». Также получается, видеоряд добавили и просто наложили мой голос. Это вот самое интересное видео было. То есть прям монтаж на колесах получается, да? Видеомонтаж. Понравилось тебе самому? Самому, можно сказать, да. Очень интересно. А ты делал сам раньше? Сам раньше, маленькие репортажи там с одноклассниками. И монтировал тоже? Да, монтаж там просто переходы и так далее. Ну, слушай, даже вот я смотрю, 55 лет этим как бы редко страдали, да? Смотри, а в целом ты равноценный участник команды, которая выполняла и тактическую подготовку, и все на свете, да? Вот из 2 дней, 2 же дня вы здесь, да? Мы с 26-го здесь. 26-й, третий день уже получается? Сейчас мы уже Третий. второй день. Второй Сейчас мы день. второй день. Соревнования проходят 2 дня, второй день проходит, да? Вот из 2 дней что самое интересное было, по твоему мнению? Самое интересное, наверное, вот сегодня как раз тактическая подготовка. То, что там бегать, прыгать, ползти, круговая оборона. В общем, самое интересное, очень весело. Там нужно было, получается, сначала мы там проходим, там держу, иду, круговая оборона, первый пошел. А самое интересное из этого было, когда пришла команда «Выход». Там ранили моего друга, и его
поточили на носилках. Потом я еще тоже таскал на носилках этого командира. Это вот самое интересное было. Самое интересное. А дроны и прочее вчера было, да? Дрон, ну да. А у вас тоже был дроновод? Дроновод, ну, операторы БПЛА были. Был. Главное здание. Да, у Ты нас сам как два воен- оператора. Как военкор следил за этим? Нет, я, к сожалению, сидел в лагере там и делал пост в телеграм-канале. Слушай, а вот какой год вы вообще участвуете в подобных мероприятиях? Первый раз? Ну, мы были на школьной, потом на Улусе, и вот сейчас здесь. То есть это, получается, третий раз уже. Третий раз уже. А если скажут дальше? Дальше, ну, будем дальше. Спасибо. Ну, мы здесь второй год участвуем, второй раз мы сюда приезжаем, в горный район. В том году мы со старшими здесь были, мы посмотрели, сделали как бы работу над ошибками. Ну, я думаю, у всех есть шансы в этой игре, то есть игра такая очень, не сказать, что ты вот взял и всех победил. Ты можешь в одном направлении быть первым, в другом можешь, конечно, скатиться назад. Ну, в троечку, конечно, очень в тройку хочется попасть. И дети заряжены на это, то есть шансы у всех есть, и как бы и тоже хочется к этому подойти. Потому что уровней прошли много, и результат должен быть, конечно, красивый и плодотворный. Испытано на себе. Еще раз напоминаем, мы ведем наш репортаж из Бердигистяха, где идет финал республиканских соревнований «Зорница 2.0». Это общероссийское патриотическое движение, которое организовано движением первых. И сейчас мы находимся на этапе огневой подготовки, где детишкам предстоит неполная разборка автомата, снаряжение магазина и стрельба из пневматической винтовки. Все дело происходит в виде очень динамичной эстафеты. Получается, один участник разбирает, второй собирает, да? Здесь же на рубеже старта находятся хронометристы, очень суровые на вид мужчины, которые, мы видим, хронометрирование — это обязательная штука в такого рода соревнованиях, тем более, когда речь идет об очень динамичной эстафете. В чем задача волонтера вот на Зорнице? Задача волонтера заключается в том, чтобы это, во-первых, сопровождение делегаций, которые приехали с разных уголков нашей республики, во-вторых, это обеспечение именно вот помощи в спортобъектах, допустим, подсказать, кто, что, где, как находится. Вот именно основной функционал у нас именно такой. Но помимо этого мы можем именно вот обеспечивать безопасность учащихся, да, помогать, и получается, ребята обращаются к нам, мы уже обращаемся к людям более, организаторам. Это прошлогодние чемпионы, да, были? Да, Это какая? это горный да? школа имени Осипова. Ну, в прошлом году виды были совсем другие. Сегодня, в этом году, вот виды, видите, вот по учетным военным специальностям введены. В прошлом году такого не было. В прошлом году было как в старой Зорнице, там, военизированная полоса препятствий и так далее. А тут я готов. А тут, видите, вот специфические действия должны выполнять, боевые двойки. Друг другу должны этот сигнал давать команды.
Эти как? Отработали. Да. Получше? Получше. То ли послушали этого, то ли давали. Сегодня чемпионы. Один. Не заменили почему-то? Что ты этот не заменил? И они в него не отстреляли, не знаю, потому что на него он просто был не белый. Не, ну в нем же 2 сидит. Что? А во второй террорист ну. Ребята! Они честно отработали белые листы. Замени. Больше. Вопросов нету. Ну, я сказал белые листы. Испытано на себе. Все действие происходит на базе многофункционального спортивного зала детской юношеской спортивной школы в селе Бердигестях, где собрались свыше 120 участников из различных районов. И мы сейчас находимся на этапе тактической подготовки, где нашими подопечными станут ребята из Нерюнгри. Так, у нас здесь все очень серьезно, все очень, скажем, по-взрослому. Вот так. Тут функционал разделен, и по очереди все происходит. Многие, конечно, будут сейчас критиковать, типа там дети с оружием и так далее, но еще раз, патриотической подготовке сейчас уделяется достаточно серьезное внимание на самом высшем уровне, поэтому Зорница 2-0. Ну не вставай! Сразу держи! Держу! Иду! Держу! Сегодня предстоит один из наиболее зрелищных этапов. Это когда две команды будут, ну, казаки-разбойники играть, грубо говоря. Да? Да, это раньше, наверное, помнят наши родители, бабушки, дедушки, то, что была такая игра «Зорница». Но она вводилась на самом деле в тот момент, в 1967 году, в виде военной реформы. Тогда проводилась в Советском Союзе. И тогда переходили как раз с 3-годовой срочной службы в 2-годовую. И тогда, чтобы не потерять, как бы сказать, боеспособность, было принято решение в 3 возрастных категориях, тогда еще в Советском... Усилить, да? Нет. Усилить подготовку. Не усилить, а... Скомпенсировать.
был введен предмет начальной военной подготовки. Ага. И апогеем всего этого становилось весенние полевые сборы, и тогда как раз проводилась игра «Зорница». Помните, наверное, вот друг у друга погоны отрывали, флаги, да. А сейчас «Зорница 2.0» это усовершенствовалось, да, вот отвечает новым требованиям, в том числе и технологическим. Виды у нас появились, это как кибербезопасность, факт-чекинг и так далее. Это у нас политруки занимаются. Командиры занимаются у нас, получается, в программе Alpine Quest, обозначают там по координатам вражескую технику, скопление сил, минные поля. Потом они должны проложить маршрут по этим, чтобы отделение у них не несло потери и так далее. Это у нас получается, видите, да, вот соединение и, как бы сказать, разных смежных, получается, видов. То есть ребенок развивается всесторонне. То есть познавательный какой-то фактор и общефизический фактор. Да, и как раз вы видите, у нас с прошлого года изменилось в ГОС, федеральный государственный образовательный стандарт, и введен новый предмет, это ОБЗР, основа безопасности и защиты Родины. И как практическая составляющая данной игры, вот как раз и вводится вот эта игра «Зорница 2.0», потому что учитывает ту программу, да, которая преподается в теоретических школах, и на практике у нас реализуется по всей стране вот именно посредством игровой практики в виде «Зорницы 2.0». Держу! Да вы на предохранитель поставьте палец туда. Не снимайте с предохранителя. Кто вам это говорил? Иду! Потому что мы можем пострелять всегда на предохранителе. Пока не видим врага. Мы на боевом поле, если что. Иду! И что теперь? Тут нештатная ситуация. Одного из медиков определили в 300-е, и получилась небольшая неразбериха. Но, тем не менее, штатный медик начинает работать прямо здесь, на покрытии. Накладывает турникет. Пожалуйста, быстрее. Чем вы занимаетесь? Затягивай сильнее. Все ровно. Еще быстрее. Там Милана еще. Второй медик, два медика. Из событий вчерашнего и сегодняшнего дня что больше всего запомнилось? Больше всего запомнилась, скорее всего, тактическая подготовка. И состязание командиров. Если не секрет, что там было? Разговаривали по рациям, и делали через карту Бердигистях. То есть находили тыл соперников и переходили к ним на базу. Прям так, по-настоящему, да? Через карту. И как выступила? Нормально, 4-е место. 4-е место. На региональном этапе дети гораздо выше подготовленные, чем, скажите мне, чем, допустим, муниципальный этап, школьный этап, потому что к этому этапу мы готовились почти 2 месяца. У нас команду готовил не только я, у нас целая команда готовила, там, учителя истории. Мы договаривались с боевым братством Нирингринского района. Приходил человек, который занимался строевой подготовкой. Там РХБЗ приходил человек, тот, кто знает. Огневую подготовку у нас там школа-лидер. Проводили занятия именно по стрельбе. То есть мы готовились к этому достаточно серьезно, да, потому что мы выиграли, вот именно наша школа, информационно-технологический лицей, 2 возраста выиграли, средние и старшие, и мы готовились к этому серьезно, именно к республиканскому этапу. Старались как можно больше, там, форму приобрели, то есть большая работа была проделана перед поездкой нашей сюда. Испытано на себе.
Давай я подойду к одному из инструкторов Центра подготовки войн. Я так понимаю, этап имитирует ситуацию на поле боя, когда нужно будет... Передвижение. Да, передвижение по полю боя и эвакуация раненого. Да. Угу. То есть совмещенная с тактической подготовкой и медицинской подготовкой. Ну, это как эстафета. Как эстафеты. Ага. Ну, что-то от пейнтбола есть, от укрытия к укрытию, что-то от страйкбола есть, да? Там еще стрельба из страйкбольной винтовки, да? Страйкбольный, да. Угу. Вот сейчас выполняют этап ползания, да, по-пластунски. Кричат: ай, больно, но ничего, ничего. Все через это проходили. Все через это проходили. Да, у них рукава короткие, да? Да. Кстати. Тактические рубашки бы. Подходят на этап стрельбы. Стреляют из страйкбольной винтовки. Специализированные этапы регионального финала, конкурсы медиков, штурмовиков и многое другое шли под неусыпным контролем и при непосредственном участии сотрудников Центра подготовки войн, инструкторы которого привносили вроде бы в ребячьи забавы ценный боевой опыт. Испытано на себе. Начинается самое интересное. Инструктаж перед тактическими соревнованиями команда на команду. Сейчас первая группа — это команда Мегина Кангаласского и Момского улусов. Идет оснащение. Это оборудование лазертага. Детишкам точно будет интересно. Один из датчиков у вас был впереди. Понятно? Точно. Я одевать не буду, чтобы перестраивать. Здесь стоит датчик. Если лазер попадает, лазер вылетает не отсюда, а отсюда. Если отсюда лазер попал сюда, вы получаете ранение. У вас 4 жизни. 3 раза вы ранены, на 4-й вы убиты. При получении ранения у вас на секунду выключается оружие и так далее. Ясно? В оружии у вас 10 магазинов. Вот кнопка для перезаряжания. Расстреляли магазин, нажали на кнопку, 3 секунды перезаряжается оружие. Ясно? В это время вы, соответственно, стрелять не можете. Понятно? 10 магазинов. Если у вас закончатся патроны, вы дальше стрелять не сможете. Но будет у вас вот такая база. Но до нее еще надо добежать. Добежали до нее. Подбежали, нажали. Вот так автомат подвели, нажали. Она вам даст патроны. Ну еще раз говорю, ребята, добежать сюда еще надо. Потому что 4 попадания в вас, и все. Вы выбыли из игры. Как только выбыли из игры, у вас сразу будет сигнал, автомат не будет стрелять. Вы поднимаете руку и уходите. Понятно? Чтобы не отвлекать других. Ясно? Вопросы есть еще? То есть у каждой команды будет свой цвет. Вы работаете по полю. Вот это база, за которой стоит вся команда. Как только будет к бою, вы все разбегаетесь, прячетесь за вот этими сооружениями. И ваша задача поразить всех противников и победить. Понятно? Так точно. У нас есть возможность проводить военно-тактическую игру в более меньшем формате, а именно встречный бой называется. Команда против команды играет. То есть в ограниченной территории с ограниченными средствами они встречаются и за определенное время должны либо уничтожить противника, либо занять превосходство над ним. И поэтому
Ну, там дается играются матчи до 2 побед по олимпийской системе, и мы выявим, получается, на этом этапе лучшую команду. Вот у детишек датчики на голове и оружие учебное с 10 магазинами. Как перезаряжают? Покажи-ка. Нажимаешь и перезаряжается. Все, запомнил, да? У тебя 300 патронов. Давай. За моей спиной земляки, команда Мегина Кангаласского района, которая сейчас сойдется в лазертаге с командой Момского Улуса. Смотрим, кто победит. Оборудование у ребят такое специфическое. Сейчас настроили датчики, которые у них на головах. Как зовут? Андрей. И когда их ранят, они ощутят. То есть будет такая вибрация, может даже током шарахнуть, да, по голове. Да. И оружие. Да. Сколько патронов сказали? 30. 300? И 10 магазинов в запасе. Не, ну да. Нет, 10 магазинов по 30 патронов, это 300 патронов. 300 патронов. Ну, так что очень интересно предстоит. Покажи-ка вот сам излучатель лазер. Так, да. Габаритами и так далее, все подходит. Но самое интересное будет, еще раз говорю, у них будет 3 ранения, и на 4 выбывает, да? Так? Да. 3 жизни, 3 экстра жизни. И 1 экстремальный. И все, потом финал. Калибровка датчиков. Кульминацией 3-дневного финала регионального этапа, свидетелями которого мы стали на день, и поэтому не могли просто охватить и индивидуальные этапы, и соревнования беспилотников, и конкурс командиров, и многое другое, что могло быть интересным и зрелищным, стали командные бои с применением технологий лазертага, этап которого роднит зорницу 21 века и зорницу Тур, с которой у нас прочно ассоциируется и захват флага, и срывание погон. Когда каждый в отряде – это ценная единица, боец, от умений и навыков которого зависит победа. Насколько мне позволяет осведомленность моя, правила похожи, что и в спортивном пейнтболе. То есть они за базой сначала группируются, и атака начнется с одной точки. Привет, привет. Так, Беня, кой. Сюда, команды! Внимание! Бою! Ты не нравишься. Кого-то попали. Их вообще не видно. А? Их вообще не видно. Попрятались. Да, попрятались. Ну, вот, опять это мне. Ранен, все. Дальше, работаем. Работаем. Все, ну что, кто умер? Если кто-то умер, у него погорит, все, выходишь, руку поднял и уходи.
Все. Красный Мегино-Кангаласский район выиграл. Напряженные схватки с момской командой. Испытано на себе.